Вот, смотри, задали нам. Давай. Вот. Либо ездит в цирке на коне верхом. Верхом. Это будний день в большой семье Кишмария. Под руководством мамы идет активный учебный процесс. Двое старших мальчиков – ученики 2 и 4 классов. Маленькая Мия только готовится стать школьницей. Правда, заниматься приходится не меньше братьев. На время карантина семьи оказались в неравных условиях, так как дистанционное обучение нужно организовать всем учащимся. А это даже физически сложно, не говоря уже о техническом оснащении. Кроме того, родители, которые вынуждены работать в карантин, с трудом находят время и силы на занятия дома с детьми. На протяжении всего этого периода я сижу дома с детьми, мне не с кем их оставить, поэтому либо они со мной на работу, вот все трое, либо я просто вынуждена часть работы, большую часть я теперь делаю дома. Это очень неудобно, так как дети учатся в абхазской школе, а я плохо владею абхазским языком, соответственно, мне приходится все это объяснять на русском. Тоже сложности есть свои. Они все одновременно, разные классы, каждый требует внимания. И маме приходится разрываться. Процесс дистанционного обучения в школах строится по-разному. Как правило, школьники ежедневно получают задания по интернету. Его необходимо выполнить и отослать педагогу. Процесс также может включать видеоуроки, онлайн-чат с преподавателем и использование различных обучающих сайтов. Я делаю домашнее задание, прошу маму помочь, потом она берет, потом я говорю: мам, дай телефон, я скину домашнее задание, я скидываю домашнее задание, и учительница проверяет. Больше нравится в школу ходить, потому что мама так уж занимается со мной, а вот в школе более интересней. Я в школу не хожу, но очень скучаю. А тебе нравится дома домашнее задание делать? Да. Мы проходим русскую азбуку. Ну, получается у тебя буквы учить дома? Да. А какую букву ты учишь? Ё. Пустые школьные коридоры и кабинеты. Эта картина уже стала для Абхазии привычной. И если весной такой формат застал учителей, школьников и родителей врасплох, то на этот раз дистанционное обучение развернулось в полную силу. И, соответственно, все плюсы и минусы системы стали очевидны. Сейчас, имея какой-то опыт этого дистанционного обучения, мы приняли решение, что самое подходящее для наших учеников – это формат видеоуроков. То есть каждый учитель приходит в школу, в свой класс и записывает у доски видеоурок для своих детей. Дальше мы загружаем это в YouTube-канал и отправляем ссылку на это видео ученикам. И 1-2 раза в неделю проверяем тетради. Я не сторонник этого формата. Я жду, когда снимут ограничения и пандемия уйдет. И очень надеюсь, что мы увидимся в ближайшем будущем с нашими учениками. Но ничего не делать – это не выход, поэтому мы для себя решили, что мы не будем останавливать образовательный процесс. И то, что в наших силах, мы делаем и будем делать. Возможность продолжить учебу – пожалуй, главный плюс дистанционного обучения. Однако большинство педагогов жалуются на то, что школьников трудно включить в процесс. Приходится тратить много времени на техническую организацию урока. Касательно дистанционного обучения, хочется сказать, что в нем есть как плюсы, так и минусы. Плюсы какие? Есть возможность связываться с детьми, проводить разного вида работ, объяснять им что-то новое, опрашивать. Но есть и минусы. Не у всех есть возможность купить либо телефон, либо планшет, либо ноутбук. Не у всех есть возможность оплачивать Wi-Fi, либо родители в отъезде, в силу чего невозможно связываться со всеми одновременно. А также в силу того, что у нас в последнее время перебои со светом, график отключения электроэнергии разный в разных районах, очень сложно собрать всех одновременно. Самая сложная категория – это первоклассники, которым необходимо постигать азы. Без помощи родителей они не могут справиться с техникой, да и сидеть часами у монитора малышам далеко не полезно. Я учитель 1 класса, и уже месяц я работаю в дистанционном формате. Прихожу в школу, в свой класс, снимаю видеоуроки и посылаю детям свои ссылки уроков. Я хочу сказать, что это очень сложно в том плане, что у меня нет прямого контакта с детьми. В данном случае, особенно в 1 классе, это нужно поставить руку, правильное написание букв, цифр. Сейчас я должна детям объяснить, что такое задача, краткая запись, решение и ответ. И это нужно делать в очном формате. Дистанционно это практически невозможно.
Переход на дистанционное обучение оказался для педагогов совсем непростым. Однако они всеми силами стараются повторить привычные уроки в онлайн-режиме. Онлайн-обучение позволяет выбрать не только время и место удобное, а также выбрать свой собственный темп обучения. В любое время можно связаться с преподавателем по чату, по почте или аудио-видеосвязи. Онлайн-обучение – это также огромная возможность для людей с ограниченными физическими возможностями получить образование. Но при этом важно понимать, что онлайн-обучение – это всего лишь формат, который не трансформирует содержание учебной дисциплины и никак не противоречит фундаментальным принципам педагогики. Испанский язык, который я преподаю в Skype, это тот же испанский, который я объясняю, стоя у доски в классе. Огромным минусом данного обучения может быть только то, что ученику может не хватать личного контакта с преподавателем и остальными учениками. Если выбирать между дистанционным и классическим образованием, большинство родителей и педагогов наверняка выберет последнее. Конечно, как вынужденный шаг и временная мера, такой формат имеет право на существование. Однако необходимо помнить о том, что никакая техника не сможет заменить живого общения. Эсма Гуладзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.